Второй шаг включает в себя анализ гендерных проблем в анализируемых секторах. Что это означает? Это определение гендерных проблем в выбранных отраслях. Фактически мы можем говорить, что это анализ ситуации. И для этого нужно проанализировать положение женщин, мужчин, девочек и мальчиков в тех сферах госуправления, которые взяты для проведения анализа. Также определить целевые группы и бенефициаров и выяснить их положение и возможности. При проведении анализа необходимо ответить на следующие вопросы. Какое положение женщин и мужчин в выбранных отраслях для анализа? Какие интересы, потребности, приоритеты этих групп женщин и мужчин? Существуют ли различия в положении женщин и мужчин, которые следует принять во внимание? И какие проявления гендерного неравенства наблюдаются в данных отраслях? На каком месте регион или сектор политики находится по оценке эффективности государственных услуг? Какой у нее рейтинг? Анализ по сферам рекомендуется выполнять по следующим критериям. Первый. Определить потребителей мероприятий и предоставляемых услуг в рамках программных документов. Второе. Оценить степень охвата услугами женщин и мужчин, девочек и мальчиков и социально уязвимых групп населения в анализируемых секторах. Оценить наличие в программе гендерных показателей или ожидаемых результатов реализации государственных стратегий и программных документов. Оценить принимаемые меры, направленные на положение женщин и мужчин, девочек и мальчиков и социально уязвимых групп населения. Оценить, удалось ли благодаря реализации программных документов улучшить гендерную ситуацию. В данном шаге необходимо использовать все имеющиеся статистические, административные данные по следующим показателям. К примеру, ниже представлены возможные такие показатели, которые необходимы для анализа положения женщин и мужчин, на примере в сфере здравоохранения. Это может быть анализ деятельности больничных организаций. И здесь вы можете использовать как количественные, так и качественные показатели медицинской помощи. Например, также численность врачей всех специальностей и среднего медицинского персонала по полу. Охват медицинскими услугами и профилактическими мероприятиями населения по полу, по проживанию, по возрасту, в том числе и отдаленных районах и селах. Также необходимо обратить внимание на долю женщин и мужчин, регулярно, возможно, ежегодно проходящих медицинские осмотры и другое. Доступность медицинских услуг для женщин и мужчин в отдаленных районах и селах области. Количество обращений женщин и мужчин в областные городские поликлиники, приехавших из отдаленных районов и сел. Источники информации для анализа – это государственные программы развития здравоохранения, стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан, программа развития территорий области, стратегии развития города, статистические сборники мужчины и женщины Казахстана, внутренние документы Департамента здравоохранения области и районов. Выше приведенные примеры касались сферы здравоохранения. Такие же вопросы и такие же действия вам необходимо поставить перед собой, проводя анализ и в других сферах политики. Более детально о следующих шагах мы поговорим в следующих видеолекциях.